Мне кажется, что мы немного недопонимаем, что было сделано в республике. Какую систему создали люди, которые сюда пришли работать в Ахтубе. Для всех понятно, но немногие говорят. Для того, чтобы держать власть, нужно создать все. И идеологию, и экономику, поменять нравственность, взять почту, телеграф, телефон, как говорил Владимир Ильич Ленин. Вот все это было объединено в одну систему, которую управляли несколько человек. За экономику отвечал один, сначала Зарубин, потом Рамаданов. За идеологию отвечал всегда Чернов. И не только средства массовой информации, но избирательное право у нас было на таком уровне, как мне сказал Веселов Валерий, я его лично знаю. Он сказал, Леша сказал, Чернов, что он может избрать сегодня в парламент даже лошадь. Это вот были слова, сказанные Веселов. Он говорит, я даже не знаю, что буду делать, пойду в парламент, или пойду там в сенатор, или пойду куда-то еще. Вы все это все знаете. И какие могут быть сегодня сомнения в том, что эти люди виноваты. Почему мы сегодня должны их жалеть? Потому что у нас в республике, за то, что у нас в республике нет СМИ независимых, что мы читаем из республиканских? Втихаря иногда «Красное знамя», когда Черницын единственный, кто там остался, пишет. Или что еще мы из СМИ республиканских читаем? 7 на 7 еще, да? И иногда, когда Зильберг что-то напишет интересное. Что мы сегодня избираем? Мы избираем того, кого назначит Чернов. И сегодня, если в Архангельской области 21% явки, у нас 58% не нарисованы. Если у нас сегодня Единая Россия имеет там, сколько она, 90% депутатских мест, это не нарисовано. А сказали ЛДПР, коммунисты и Справедливая Россия по одному месту. Но это же было не только на этих выборах. Это же было последние 15 лет. Я вот не слышу фамилии Торлопа. Наверное, тоже любимцы Торлопова здесь есть. Но это тот человек, в результате слабости которого все это произошло. Я лично знаю Торлопова давно. Помогал ему, работал вместе с ним, так сказать, все это на его совести. А вы просто не представляете, как издевались они над Спиридоновым, как издевались они надо мной. Ведь никто меня не бил, Спиридонова никто не арестовывал, не задерживал, ничего. Ну вот маленький такой факт. Через, наверное, полгода после выборов мы поехали, у нас друзья, родственники жили в Париже, во французском. Звонит мне сын и говорит, пап, тебя следователь ищет. Я говорю, ну ищет и ищет. Он говорит, ну позвони ему. Я звоню следователю, здравствуйте, здравствуйте. Анатолий Алексеевич, а вы где? Я говорю, в Париже. В каком? В нашем Париже? А я родился в Париже, здесь в нашем. Нет, я говорю, в таком, во французском, да, странно. А вчера вот вас видели в городе. Да нет, говорю, я уже 10 дней нахожусь здесь. Да, а когда вы будете здесь? Я говорю, ну, наверное, через дней 15-20. Да, вот, знаете, я вас очень жду. Вы, пожалуйста, когда приедете, приходите ко мне. Ну, конечно, приду, какие проблемы-то? Да нет, проблема-то не у меня, проблема у вас. И вы знаете, вы на всякий случай вещи с собой заберите. Вы знаете, 15 дней я не спал. Да, он еще спросил, где вы границу пересекали, такие вопросы. У меня в голове закрутилось, значит, меня, наверное, будут брать. К Ковалевскому зашел перед тем, как следователь, когда приехал. Говорю, Ефимович, ты что, меня собираешься арестовывать? Говорит, да ты что, дурак, что ли? А потом я узнал, что этому следователю давали деньги. А я узнал, что когда Чистоходова мочила меня, я извиняюсь за такое слово, и вы все знаете это, оказывается, Торлопов ей деньги давал. Вот это были методы, они
ну, как сказать, они адекватны, но это хуже, чем... Вот я сегодня представляю Торлопова на месте, вот на его месте представляю себя. Гайзера, там, Рамаданова, Чернова арестовали и в тюрьму. А Торлопову сейчас так тяжело, вот Бог его наказал. Представляете, он от каждого стука сейчас вздрагивает. И слава Богу, что это с ним произошло, потому что во всем виноват он. Поэтому систему, которую создали здесь, эта система должна быть сломана. Как помните, Сахаров сломал систему, Советский Союз, как рухнул. По Сахару отменил статью номер 7. Шестой, да? Вот так и здесь. Это очень правильно, что сегодня все ниточки, которые руководили. А вы знаете, что Торлопов уже начинают здесь советовать, кого спикером избрать? Кого просить? Интрига. Поэтому это же будет еще у нас жить долго. Вы думаете, что не осталось людей, которые так сказать, на поверхности не состоят, их дофига осталось. И вот сейчас больно за республику. Я с одной стороны обрадовался, что это произошло, а с другой стороны мне боль сегодня больше, чем радость, потому что нас опозорили на весь мир. Я нажимаю BBC, Гайзер, я нажимаю немецкую волну, Гайзер, я нажимаю «Голос Америки», Гайзер в первые дни. Мы-то должны это осознать, что мы республика. А сколько нас осталось-то? 800 тысяч. И люди бегут, мы же это все знаем. Я бы на месте депутатов сегодня, сейчас начинается такая волна, кто спикером, кто туда, кто сюда, написал бы заявление и ушел, и выборы по-новому создали. Поэтому, а вот говорят, где правоохранительные органы были? Или вот говорят, хаят Путина сегодня. Вот плохо Путин, там Леня Зинтер выступил, Путин. А как бы вы на месте Путина сегодня поступили? Да, наверное, во всех губерниях есть такая система. Может быть хуже, может быть лучше. Я думаю, что у нас была самая лучшая, ну, с точки зрения коррумпированности. Давайте включим сегодня все кнопки и всех губернаторов посадим. И что развалится Россия сразу. Значит, наверное, надо как-то выборочно. Наверное, какая-то последняя капля в коме капнула. Но с другой стороны, сегодня, если этого не делать, не начинать с кого-то, мы не начнем никогда. Не бывает так, что взяли все сразу все. Поэтому поступательное движение. А правоохранительные органы можно проследить очень просто. Вспомните, кто у нас был в правоохранительных и какие места они получили после ухода на пенсию. Все будет всем понятно и ясно. А можно вопрос, почему вы тогда не начать пару лет назад с губернатора Краснодарского края Ткачева, за особняк которого посадили эколога Витишко, не политика, он не лез в политику, он нашел заповедник, Ткачев построил дворец, украл государственный лес, что? Эколога за это посадили, за то, что он это обнародовал, а Ткачев сейчас у нас министр сельского хозяйства. Ну, хорошо. Конечно, мы их сажать не будем. Правильно, министр сельского хозяйства очень хороший. Мы не обсуждаем Ткачева. Все сказали, значит, по поводу как бы предполагаемой вины Торлопова, да, не будем человека обвинять. Вот ваши предложения по поводу того, чтобы все-таки подать такую как бы фигуру, привлекать и Торлопова, так же как надзорные органы. А он же, при нем же пришли гастарбайтеры. А я думаю, его привлекут и так, без меня. Они не привлекут, пока не будет общественного давления. А какое общественное давление? Там, вот здесь собрались... Вы просто... Я республику, извините, я услышал уже. Я республику знаю хорошо. Я занимался приватизацией, и вину мне конкретно Спиридонову всегда ставят. Разворовали республику, помните? И сейчас проскальзывает. Я всегда говорю, ребята, что разворовали? Монди разворовали, еще кого? Куминет разворовали, еще что? Северо-Газпром разворовали, еще что? Воркута-Уголь. Все правильно. А дальше задаю вопрос.
Ребята, вот сейчас формируется бюджет на 70% за счет кого? Монди, Коминефть, Севергазпром, Паркодаобль. Что же мы разворовали-то? Поэтому я вот еще один секрет вам скажу. У меня очень хорошие отношения с одним очень высоким человеком в Лукойле. Он звонит мне буквально через полгода после того, как команда поменялась, и говорит: Толь, слушай, а кто такой Зарубин? Я говорю: ну вот так, объяснял. Он говорит: какой-то ко мне советник пришел. Зарубин же хитрый, Чернов хитрый. Они должности ни одну никто не занимал. Они все были советы. А что такое советник? Советовать. Когда хорошо получится он, а когда плохо, не он. Я говорю: ну вот такой Зарубин и есть. Он просто, говорит, пришел и сказал: так, ребята, систему поменяли, вот то, что вы отдавали Спиридонову, сейчас отдавайте нам. Поэтому ничего не отдавали. Говорит: так не бывает. Их сразу отшили. Газпром, Лукойл, нефть Северная тогда еще была. Вот они пришли, эти здания, сооружения, вот эти молочные заводы. Почему это вокруг этого и крутится? Птицефабрики. Потому что это еще было, так сказать, ничье, можно сказать. Конечно.